Семья Хиба оказалась в бедственном положении после Отечественной войны народа Абхазии. Жизнь их разделилась на до и после. Дом сгорел, жить стало практически негде. Жилье, в котором проживает большая семья, назвать комфортным невозможно. Одноэтажное строение из 4 крошечных комнат без окон и дверей. Тепло в доме лишь от деревянной печи. Семья Хиба подопечной благотворительной организации «Киараз». 7 детей, 4 сына и 3 дочери. Старшему 15 лет, самой младшей 7 месяцев. Не так давно генеральный директор государственной компании «Абхазтоп» Авец Бабислан Иванович обратился в нашу организацию. У него возникло желание оказать помощь многодетным малоимущим семьям нашей республики. Семья Хиба у нас на учете состоит с самого основания нашей организации. На тот момент детей было меньше, но сейчас их количество увеличилось. Мы посоветовали Беслану Ивановичу обратить внимание именно на эту семью и сказали все, что им необходимо. Конечно, мы всегда основной упор делаем на самые важные вещи, такие как холодильник или еще что-то, но у него настолько щедрая душа, что он приобрел абсолютно все, что необходимо, даже больше. Честно говоря, мы очень удивлены, приятно, так как не каждый, наверное, вот настолько широко, да, готов оказать помощь. Холодильник, духовая печь, утюг, фен, телевизор со спутниковой антенной, оплаченные на год вперед. Всего около 20 наименований бытовой техники, так необходимой в каждой семье. Это подарки семье Хиба от компании «Абхазтоп». Мы приобрели всю необходимую бытовую технику для дома, там обогреватель, для того, чтобы было тепло в доме, холодильник, телевизор для деток. Устанавливаем также триколор, чтобы они могли смотреть различные мультфильмы. Руководство нашей компании в дальнейшем по мере своих возможностей будет помогать благотворительной организации «Киараз». Это благое дело для нас. Творите добро. И вот долгожданный телевизор подключен. Детей от мультфильма теперь трудно будет оторвать. Старшие дети – активные участники всех мероприятий, проводимых в школе. В свободное время от учебы они присматривают за младшими братьями и сестрами. Сейчас семья остро нуждается в ванной комнате. В доме лишь холодная вода, которую качают в бак прямо из колодца. Хозяин дома начал строительство ванной комнаты, но завершить самому ему не под силу. Денег нет, да и здоровье не позволяет. Во время войны ему было всего 13 лет, получил ранение, и с тех пор физическая работа ему оказалась неподсильна. Благотворительная общественная организация «Киараз» была учреждена в апреле 2015 года. Она осуществляет различные акции. Самая первая называлась «Тепло сердца». Чтобы согреть теплом в прямом и переносном смысле, собрали для малоимущих семей Абхазии зимние вещи. Сейчас организация поддерживает своих подопечных от продуктов до подстройки новых домов. Сотрудники компании «Абхазтоп» решили стать первыми в акции новогоднего добра и призывают всех принять в ней участие. На сегодняшний день происходит такая благая акция. Мы, как от лица государственной компании «Абхазтоп», хотим сказать, призвать каждую государственную компанию, будь она частная, какая бы ни была на самом деле, призвать к тому, что раз в год можно сделать такие благотворительные акции. Каждая компания имеет возможность сделать добро, и мы, как говорится, передаем эстафету другим компаниям, другим людям, которые на самом деле сегодня являются директорами или главами каких-то компаний, чтобы они раз в год обращали внимание на тех людей, которым на самом деле нужна и требуется помощь. Передаем эстафету добра. Говорят, доброта заразна. Сделаешь одно доброе дело, увидишь результат, и уже хочется делать это снова и снова. Каждая такая история оставляет особенный след в детской душе. Осознание того, что вот эти добрые люди подарили настоящий праздник. И тогда уже сам ребенок не для отчета, а сам по себе будет творить добро. Рената Шакай, Артур Каланди, Абхазское телевидение.